Около 8 тысяч молодых людей проживает в Лисаковске. Конечно, для 40-тысячного населения нашего города это не так много. Но сегодня поддержка молодежи является главным приоритетом для всей страны. А сейчас мы направляемся с вами в музей. Именно здесь хранится золотая книга молодежи Лисаковска. Она была начата в 2016 году. Лисаковский музей – один из лучших в нашей стране. На сегодняшний день фонд музея состоит из 20 тысяч предметов. Здравствуйте, расскажите, здесь? Врач, рада видеть вас. Выходите много чаще. Это зал истории города. Здесь как раз таки экспонируется наша книга «Золотой молодежи» города Лисаковска, которая пользуется большим интересом наших посетителей музея. Это здесь как раз уголок нашей культуры. И здесь мы вспоминаем наших людей, которые стояли у истоков этого движения, и ДК-строители, и ДК-горняк. Вот тут немного уголок и спорта, награды наших спортсменов Лисаковских. В Золотую книгу города внесено 16 имен лисаковчан, и каждый из них имеет свои заслуги. Ермахан Багдаулет. Его город знает как прекрасного вокалиста с сильным и красивым голосом. Багдаулет – обладатель гран-при 3-го международного фестиваля конкурса музыкально-художественного творчества «Толга», дипломант-финалист международного конкурса «Золотой микрофон» в 2019 году, призер республиканского конкурса юных музыкантов-дебютантов «Кустанай Музык Стар», обладатель гран-при 5-го международного конкурса фестиваля «Астана Гранд Фестиваль 2019». Алексей Сычугов вошел не только в Золотую книгу молодежи Лисаковска, но и в областную Золотую книгу молодежи. Он помог участнику проекта «Жизнь на ладони» Алёше Пуркину, стал для него донором печени. Асель Кабдыкалымова – тренер, мастер спорта по дзюдо, самбо, джиу-джитсу, грэплингу и грэплингу-ги. А сколько в Лисаковске еще достойной молодежи, которая может попасть на страницы этой золотой книги? Для того, чтобы в нашем городе росли будущие чемпионы страны, сделано немало. К примеру, совсем недавно открылся теннисный центр, очень большой и красивый. Надо сказать, что мы первый моногород в стране, где есть теннисный центр. Павел Алексеевич Соломаха много лет тренирует юных спортсменов, и среди его воспитанников есть ребята, показавшие прекрасные результаты в областных и республиканских соревнованиях. Павел Алексеевич, скажите, пожалуйста, а как долго вы ждали вот этого чуда? Действительно, для нас это чудо. Мы, если брать отсчет с формирования отделения тенниса, то это получается уже 22 года, да, в 99 году.
была организована спортивная школа. В спортивной школе отделение тенниса. У нас уже прямо аж с первых лет были ребята, которые достаточно достойно выступали. Ну, один из самых первых — это Ромашов Егор. Он в 16 лет уже на взрослом чемпионате страны в четверку попал. Это были победители юношеского первенства страны. Это Елатохина Юлия. Дальше там были призеры и кандидаты в мастера спорта. Современный, допустим, период, да, у нас 4 человека активно выступают в чемпионатах страны, республиканских соревнованиях. Это Адель Исмагулова. Она в этом году выполнила кандидат в мастера спорта, став бронзовым призером первенства Казахстана. Вот. Затем молодые ребятки, которые сейчас выступают в группе 14 лет. Это Игорь Малей, еще более молодой, до 12 лет, Кирилл Папертный. Игорь, скажи, пожалуйста, со скольки лет ты занимаешься теннисом? Я занимаюсь теннисом с 9 лет. Я увидел по телевизору, как играет мой любимый теннисист Рафаэль Надаль. Мне очень понравилось, как он играет, и я решил тоже пойти на теннис. Ну, в прошлом году я нигде не участвовал, потому что из-за карантина мы не могли нигде участвовать, все турниры были отменены. Но в 2019 году я занял первое место в Астане. Где ты играл в последний раз? Недавно я играл в Алмате, Алматы Голд называется турнир. Занял я там 3-е место. В будущем я хочу стать профессиональным теннисистом. У нас ничего нового выдумывать не надо. Если ребенок раньше начинает заниматься, он и постигает большего. Поэтому у нас в спортивной школе с 5-7 лет можно приводить детей, начать заниматься. И вот эти вот дети, которых я перечислять буду или перечислял, которые достигли самых высоких, они все начинали с 1 класса заниматься. Вот эта ранняя специализация, она позволила более углубленно провести работу. Здесь я бы еще хотел отметить очень тесную связь родителей. Ребенок, который получает, скажем, на моей тренировке или в школе там 45 минут знания, это одно. Но когда еще родитель, вся информация, которая была мимо ушей пролетев, а родитель ее улавливает, и потом еще дома там где-то еще немножко акцентирует, да, и все, отсюда и получается результат. Вообще я хотел записаться на футбол, но привели меня почему-то на теннис к Павелу Алексеевичу. И не было сожаления, что именно на теннис вы попали? Нет, к сожалению, никого не было. Я рад, что я попал именно в этот спорт. Я был первой ракеткой в Казахстане и в Узбекистане кандидат в мастера спорта. Но вы не собираетесь прекращать? Нет, спорт – это моя жизнь. У меня дочь София, мы тоже ее отдали на теннис, она где-то уже 3 года занимается. У нас раньше не было теннисных площадок, профессиональных, а сейчас это конкретный теннисный центр, и это, конечно, классно. Будем ждать новых спортивных достижений от наших спортсменов. В городе очень много творческой, талантливой молодежи, которая развивает свои таланты здесь, в Доме культуры «Союз». В настоящий момент здесь функционирует 26 клубных формирований, 21 творческий коллектив, которые посещают более 1500 человек, 2/3 которых составляет молодежь. Здрасте. Здравствуйте. Заходите. Вы сами такая молодая и занимаетесь с молодежью. Как вы себя чувствуете с ними? Вы для них старшая же, наставница. Ну, вообще, знаете, я себя не чувствую старше, если честно. Я чувствую на их волне себя, потому что, допустим, мое направление музыкальное, почему они выбирают, допустим, ко мне прийти, потому что я им даю свободу выбора в
песнях. Мне самой всегда интересно разные жанры. И каждый, кто ко мне приходит из детей, они абсолютно разные. И мне это очень нравится. Я не стараюсь их забивать каким-то одним направлением. Поэтому я себя чувствую на одной волне с ними. Мне даже очень нравится. Вот кого из своих учеников вы можете выделить? О ком можете нам сказать сейчас? Я бы хотела сказать о Соне. Это человек своего дела, творческий человек, она никогда не опаздывает. Она, если опаздывает, она мне звонит: извини, прости, 100 раз, я сейчас приду. Она мне очень нравится своим характером, настойчивостью. Она просто, знаете, живет. Вот она приходит здесь, у нее глаза прям сияют от того, что она делает. И меня это вдохновляет в первую очередь. Мне хочется ей помочь, потому что она действительно тот человек, который заслуживает сцены и заслуживает нас как зрителей в первую очередь. Открытая девочка, душевная прям. Хорошо. Теперь средний пальчик задействует. Мизинец убирай. Вот под вашим руководством Соня чего добилась? Вообще все началось у нас с ней с выезда в Кустанай. Было сложновато. Конечно, у нас очень большая конкуренция, но тем не менее я всегда им говорю, всем, кто ходит ко мне, главное не победа. Мы едем не за победой. Мы едем, чтобы получить в первую очередь для себя какие-то знания от других людей. Ну, для меня всегда это было в жизни так. Но если ты, говорю, возьмешь первое место, это тоже будет очень кстати. Второе замечательно, третье великолепно. Ничего страшного. Это будет твоя личная заслуга. Пела, я заняла первое место. И еще я с ансамблем тоже в этом же конкурсе принимала участие. И мы ансамблем, играли кто на балалайках, кто на гитарах. В общем, это наш был инструментальный ансамбль. И наш ансамбль занял второе место. Потом мы с ней мы попали в карантин, мы очень сильно занимались, и получается, март месяц мы ждали Астану, начался карантин, но ничего страшного, мы приняли участие, хоть и дистанционно, вот она мне заняла первое место в этом конкурсе, я прям за нее очень рада была. Медаль нам дали нагрудную. Я к каждой награде отношусь с трепетом, потому что я вкладываю в каждый конкурс, в каждую песню, во все вкладываю свою душу. Скажи, а вот какие песни тебе больше всего нравятся? Мне разные песни нравятся. Я не могу убирать, какие мне песни больше нравятся. А направление вот в музыке какое-то у тебя есть приоритетное или также ты любишь любое направление? Любое направление, абсолютно. Еще Сонька у нас занимается в оркестре народных инструментов. Там тоже она принимает участие, активистка. И, соответственно, со своими знаниями, уже там получившими, здесь добавляет ритм, ходя ко мне еще на инструментальные занятия по гитаре. Поэтому очень разносторонне. Я думаю, что в этом году будут какие-то конкурсы. Мы обязательно Соня еще будет показывать себя. Скажи, а какие у тебя вообще планы на будущее? Планы на будущее? Ой, у меня их много. Я бы все-таки хотела поступить в музыкальный, потому что это мое, я это чувствую. Поступить в музыкальный колледж и закончить обучение там, и, соответственно, устроиться на работу. Быть музыкальным руководителем? Да. Чтобы наставлять точно так же детей. Я вот смотрю, это, наверное, самое замечательное. Соня, я желаю тебе творческих побед во всех твоих начинаниях, чтобы мы слышали тебя на сцене, чтобы мы тебя видели, и чтобы все твои мечты сбылись обязательно. И мы держим за тебя кулаки. Спасибо. До свидания, Соня. До свидания. Вся наша яркая и творческая и целеустремленная молодежь – это выпускники лисаковских школ, либо их учащиеся. Всего в городе 8 школ. Средняя школа номер 2 самая большая по численности.
В 2014 году ее переименовали в школу-гимназию. Здесь уделяют большое внимание работе с одаренными детьми. Здравствуйте. Мы пришли к вам в гости. Очень рады, Хотим мы вас ждем. В нашей школе обучается 838 учащихся. Наша школа-гимназия – это школа с углубленным преподаванием английского языка. Поэтому, естественно, у детей хорошие знания английского языка, особенно в гимназических классах. У нас есть и гимназические, и простые классы. И у нас очень много детей, которые участвуют в олимпиадах, областных, республиканских, международных олимпиадах. То есть одно из направлений – это лингвистика. Да? Другое направление – это экологическое направление. Мы участвуем во многих конкурсах, тоже олимпиадах экологической направленности. Мы гордимся своими учениками. У нас очень много одаренных, талантливых детей, которые показывают свои знания по всем предметам, не только биология, английский язык, но и математика, физика и другие предметы тоже. Ну вот, например, Май Виолетта, ученица 10 класса, которая активная девочка, отличница учебы, принимает участие вот во многих олимпиадах, предлагаем ей, вот даже жалеем иногда ее, потому что ей предлагают и английский, например, поучаствовать, и русский язык, и я предлагаю свою биологию, потому что я веду у них биологию, и вот она у меня заняла первое место в республиканском конкурсе Аль-Фараби, и Олимпиада Аль-Фараби была очень сложная олимпиада, первое место занять, это хорошие знания надо иметь, да, по этой олимпиаде. Виолетта участвует в различных международных олимпиадах по английскому языку. Я с 1 класса пытаюсь больше времени уделять именно английскому языку, а не другим предметам. Вот. И к тому же у нас очень хороший педагог, с которым изучать английский не просто легко, но и интересно. Я участвовала в последнее время в лингвистических олимпиадах, где заняла первое место в городе, в области и поучаствовала в республиканском этапе. Республиканский центр «Успех» совместно с Уральским государственным университетом имени Ельцина проводил олимпиаду, и она является победителем этой международной олимпиады. Набрала по английскому 93 балла из 100, по русскому 95 баллов из 100. Ученица 11 А класса Федосеева Дарья. Это вообще бывший наш школьный президент, которая участвует и во многих тоже акциях, мероприятиях. Это такая звездочка наша школьная, которая везде успевает находиться и успевает еще отлично учиться. Мой самый любимый предмет – это, безусловно, русская литература. Я влюбилась в эти два предмета с 9 класса, когда начала углубленно заниматься литературой и русским, ходить на олимпиады. И с учителем, который сейчас у меня ведет эти предметы, мы единомышленники, мы творческие личности, делаем всякие проекты литературные, вот, вместе готовимся. Вот, мне очень нравится взаимодействие с педагогом. В самой начальной школе я начала участвовать в лингвистических олимпиадах. Сначала это был казахский язык, алгыр. Далее это были олимпиады по английскому языку, I want to know everything. Потом были городские олимпиады по английскому, а далее уже я ушла на русский. То есть полностью прошла по лингвистическому циклу нашего образования. Она заняла первое место в международном конкурсе научных проектов по английскому языку, который проходил в городе Москва. Вот совсем недавно он проходил, и называется он «Искусство познания». Она является инициатором различных экологических акций, которые проводятся в школе. Она заняла второе место в областном конкурсе научных проектов, который тоже проходил недавно. Является победителем конкурса «Я читаю стихи». Очень хорошо поет, занимает тоже призовые места во многих творческих конкурсах. И вот мы гордимся своими учениками и очень жалеем, что они от нас уходят, конечно. Я хочу пожелать вашей школе, вашим ученикам только побед, чтобы всегда шли вперед и всегда занимали только призовые места. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
Лисаковск всегда был местом талантливой, перспективной и целеустремленной молодежи. Мы рассказали лишь о маленькой частичке тех замечательных молодых людей, которыми может гордиться наш город. С каждым годом появляются новые имена, достижения, награды, успехи, а также новые книги о них.